Машаллах. Салам алейкум, Рафаэль Малим. Валейкум ассалам, Руслан Стхан. Машаллах. Я поясню, дорогие друзья, у нас сейчас в эфире руководитель общественной организации Сахурской национальной культурной автономии, то есть руководитель организации, которая представляет один из мужественных, достойных народов Дагестана, разделенных между Россией сегодня и Азербайджаном, государственной границей, Рафаэль Алиев. И говорить мы сегодня будем о беспределе со стороны властей, которые они допустили на последних праймерис по отбору кандидатов от «Единой России» в парламенты российских регионов. И цахуры, как один из коренных титульных народов Дагестана, вписанных в Конституцию, не получил ни одного представителя своего народа на этих праймерис. То есть цахуры потеряли возможность в народном собрании, в дагестанском парламенте иметь свой голос. И своим возмущением и несогласием с этим событием сегодня будет делиться с нами наш Рафаэль Малим, Рафаэль Алиев в эфире. Пожалуйста, вам слово. Салам алейкум всем подписчикам. Спасибо, Руслан, за то, что уделяешь внимание вот таким моментам, где есть несправедливость, существует. Это первое. И хотел сказать отдельную признательность от лица Александра Гаруновича. Он очень доволен тобой, передал, чтобы Руслану передать меня салам. Вот. То, что ты вот так с нашими проблемами вот очень тесно занимаешься, и ты в курсе во всех событиях, всех дел. Вот. Все признатели, не только он, и я надеюсь, что весь Ахузский джамаат. Конечно же, мы выражаем свои озабоченности в связи с тем, что вот эти выборы, 33-й созыв конференции вот, «Единой России», хотя были несколько кандидатов от «Единой России» выдвинуты. На мандат был Народного собрания Республики Дагестан. Значит, ни одного из них, к сожалению, не приняли. Вот. Ни одного из них не выдвинули они. Дело в том, что мы выражаем на самом деле недовольство. Как вы сказали, Руслан, значит, цахурцы являются одним из титульных коренных народов Республики Дагестан. Кроме того, ущемлены права тела у народа. Это где-то около 30 тысяч, получается, только проживают в Республике Дагестан. И также мы ущемлены правом, что нет у нас даже своей административно-территориальной единицы. Вот. И кроме этого, вот этот момент сейчас еще более нас насторожило со стороны властей с такой несправедливой, с такой несправедливостью, скажем так. Вот. Хотелось, чтобы власти на это обратили внимание. Писали мы главе Республики Дагестан, пока ответы, к сожалению, не получили. Попросился на прием к главе, он, как мне сказали, что находится в Москве. Пока от него тоже ответа на эти письма не получил. Очень надеемся, что будет справедливо, значит, справедливо поступать с нашим народом. На мудрость главы республики Сергея Моликову очень надеемся, что он поступит справедливо. Как я хотел напомнить, что вот наши, значит, народы, они были больше переселены по Баиртовской зоне. И земли, которые проживает наш народ, что в горной местности, что на равнине, не было даже статуса, как села. Вот. Буквально вчера я получил от депутата, значит, постановление, вот, судом решение суда, скажем, дали согласие, чтобы каждое село давали статуса и ограничили, ну, границы свои могли указывать. В общем, вот это разрешение дали, статус села, я надеюсь, что после этого решения будет, да. Рафаэль, можно я чуть-чуть поясню нашим зрителям, чтобы они понимали всю глубину и масштабность проблем цахурского народа? Дагестан – самый многонациональный регион России, и в нем почти полсотни коренных народов, часть из которых получила письменность в ходе истории, формирования национального самосознания. И в советский период были разработаны алфавиты, и в том числе один из народов, получивших алфавит и официальный статус в качестве коренного титульного народа,
Республики Дагестан, государства образующего, так сказать, субъекта образующего народа, являются цахуры, проживающие, наверное, в самом отдаленном от Махачкалы уголке Дагестана. Это современный Рутульский район, который граничит с Республикой Азербайджан по самым высокогорным участкам Кавказского хребта. И исторически цахуры проживали и с северной стороны Кавказского хребта, и с южной стороны. Поскольку граница пролегла по самому Кавказскому хребту, значительная часть цахурского народа осталась в Азербайджане, и часть осталась в Дагестане. И после этой трагедии разделения народа пополам, который, кстати, коснулся и лезгин, и рутульцев, и самих цахуров, и частично аварцев, в самом Дагестане цахуры прошли за несколько десятков лет путь от обретения алфавита, от обретения национальной литературы, имею в виду в письменном виде, и вот дошли до сегодняшнего, просто до сегодняшнего беспредела, когда они просто каким-то самоуправством чиновников из «Единой России» оказались за бортом. Мы все прекрасно понимаем, как на праймерис, да и вообще на выборах депутаты от «Единой России» получают свои мандаты и в Государственной Думе, и в Народном собрании. Видно, у бедного, несостоятельного цахурского народа, который проживает в самых худших условиях высокогорья Дагестана и в самых худших условиях после переселения на равнину, не оказалось достаточно средств, чтобы заинтересовать этих чиновников из «Единой России», у которых не хватило ни мудрости, ни политического такта, ни ответственности, ни государственной позиции за то, чтобы сбалансировать список кандидатов в депутаты от «Единой России» в Народное собрание, чтобы в нем получили представленность все народы Дагестана. Я напомню, что подобные перекосы в национальной политике очень серьезно бьют по самим чиновникам высшего звена. В Карачаево-Черкесии, к примеру, где тоже существует негласное правило по распределению политических постов, руководителем республики традиционно является карачаевец, премьер-министром традиционно является черкес, а спикером Народного собрания русский. В один момент глава республики вместо черкеса назначил премьер-министром грека. И это привело к страшному напряжению национальных отношений в республике, и дело закончилось политическим заказным убийством претендента на пост премьер-министра Фраля Шебзухова, черкеса по национальности. И Москва очень жестко следит за такими случаями перекосов в национальной политике, потому что они приводят к взрыву возмущения. Вот, пожалуйста, яркий пример, как в Кабардино-Балкарии из-за национального, можно сказать, вспыхнувшего на ровном месте, абсолютно искусственно созданного какого-то противостояния между кабардинцами и балкарцами в Канделяне. Целый генерал МВД, возглавлявший долгие годы республику, Юрий Коков, был моментально отправлен в отставку. Но что касается Сергея Меликова, который только недавно возглавил «Единую Россию» в Дагестане, да и сам Дагестан он недавно возглавил, и он новый человек, можно сказать, в нашей сложной республике. Я понимаю, что он не до конца мог сразу разобраться в этой ситуации. Но эту ситуацию допустили те, кто рулил «Единой Россией» до прихода Меликова десятки лет. Они-то знали эту ситуацию, они-то понимали, что нельзя допускать такой перекос. Согласен. Я хотел еще напомнить, вот цахурцы — это подаривший миру поэта Низами Генджавейн, а также этот университет немало ученых выдал в мир, значит, Цахурский университет, который по сегодняшний день существует. Но он уже как сегодня, как медресе, как мечеть он существует, можно сказать. А на тот момент он был единственный университет в Российской Федерации. То есть речь идет об учебном заведении XI века, 1075 года, который сельджукский визирь Низам-уль-Мульк в границах на тот момент существовавшего аббасидского халифата в рамках единой сети университетов по всей территории халифата
возвел в Цахуре, Да. фактически по его Хотел распоряжению сказать, был возведен Руслан, в Цахуре. напомнить еще хотел, то же самая ситуация вот с этими депутатами, депутатскими мандатами, такая же проблема существует в Азербайджане. То есть даже на районном уровне нет нашего представителя. На уровне республики, тем более, там Милли Меджлис, как говорится, Народное собрание, то же самое в Азербайджане. И там То есть парламент такая Азербайджана тоже не же проблема, представлен. да, и там существует. Но в отличие от Азербайджана, в Дагестане, вот предыдущих 6 созывов, наш депутат, представитель был. Вот именно в 7-м созыве уже кандидат, представитель нашего народа, его уже не было в списках. Вот. Тем и мы выражаем вообще озабоченность. И, возможно, в предыдущих, последующих выборах уже будет протесты, потому что народ возмущен. Это лишит, получается, место представителя в Народном собрании Республики Дагестан очень, на самом деле, бьет по нашим репутациям. Мы немало вкладываем в это государство, и немало ученых получается, в нашем народе существует на сегодняшний день. И 18 и 19 век вот, всегда участвовали активно в политических и во всех активно мы себя проявляли. Рафаэль Малим, я напомню, недавно мы буквально на днях из нашей видеостудии выходили в эфир вместе с представителем крымско-татарского народа Эдемом Умеровым, который также озвучивал проблему, что крымские татары практически никак не представлены в Республике Крым на разных уровнях государственной власти, что их не допускают ни до министерских постов, ни до ощутимой представленности в законодательном собрании, в том числе и даже на районных уровнях. То есть это проблема ущемления в правах, представленности целых народов, она существует на сегодняшний момент. Это в России даже существует, не то что там в Азербайджане. То есть это на самом деле является недостойной, даже позорной страницей нашей политической истории, когда целые народы, и даже в том числе и репрессированные, такие как крымские татары, не получают должной представленности, и их права и свободы в недостаточной мере защищены. Как вы предлагаете бороться с этим, исправлять ситуацию? Я понимаю, что вы добиваетесь встречи с Сергеем Меликовым. Какие-то еще шаги будут предприниматься? Пока будем добиваться встречи с Меликом и надеемся на его мудрость, на справедливость. Вот как вы сказали, что он новый человек, возможно, да, до него еще не дошла. Мы как раз хотел попросить тебя о том, чтобы дать огласку вот, данной проблеме, получается. То же самое не представлены цахурцы ни в какой госслужбе, в госорганах. Мы даже не представлены ни в какой. Та же самая проблема у нас существует, аналогичная. А единственное, вот это место, где народ наш представлялся, это мандат депутата Народного собрания, вот ее и лишили, получается. Я уже не говорю там о других службах, госслужбах, органах российских. Так что ни в Дагестане, ни в Госдуме нигде не представлено более. Понятно, Рафаэль Малим. Мы услышали, что касается журналистов, мы будем делать от нас зависящее, доводить до руководителя республики. На самом деле новый руководитель не всегда успевает сориентироваться. Яркий пример опять та же самая Карачаево-Черкесия, когда кадровая ошибка по назначению грека на неформально закрепленное за черкесами место была допущена новым человеком на Кавказе. Это был полпред ВСКФО Александр Хлопонин. Именно по его протекции черкес был заменен на грека, и это привело к политической трагедии. Дай бог, чтобы в Дагестане не дошло до этого. Это наша республика не выдержит, и мы не должны ни в коем случае допускать тех перекосов и напряжения межнациональной ситуации, которые были в 90-е годы. Не дай бог повторения этого ни в одной из республик Северного Кавказа. Поэтому общественники должны в первую очередь бить тревогу, доводить до руководителя республики, до властей свою озабоченность и предлагать, как можно исправить ситуацию
в самом начале ее зарождения. Я искренне благодарю вас, Рафаэль Малин, ваше последнее как бы обращение к нашим зрителям. Я хотел бы вам пожелать успехов. Я видел, что вы создали новые партии с Максимом Шевченко, Потанин, вот, «Справедливость и свобода». Надеюсь, вы измените многое вот в нашей стране. Вот, много изменится. И вам желаю всяческих успехов. Ваши Искренне благодарю, мы настроены серьезно, только вместе, только общими усилиями, только сплоченно со всеми общественниками не только Кавказа, но и всей нашей страны будем биться за свободу и за справедливость. Премного благодарен, Руслан, за уделенное внимание и за эту огласку, за данную проблему. Спасибо большое. Пусть Аллах Всевышний поможет вам. До скорых встреч. Аминь. Ассаламу алейкум.